Новых сказок еще никто не печатал, никто не писал. А я уже писать тоже уже не могу. Вот, и на словах. А еще сказку большую потом что расскажу про бабу Ягу. Ну, это мы любим. Вот. А два маленьких про мышонка и про зайчика. Вот, ну, мама, она была мышка черная, лесная. Вот, кротом называлась, крот. У нее был кротенок маленький. Вот он, кротенок такой маленький, вот такой маленький, ну, с пальчик. Он подрос и говорит: мамка, я пойду погуляю. Ну, так сходи, называют, только не да. потеряйся. И маленький мышоночек, вот, черненький такой, длинноносый, вышел на улицу у мамки там из-под кустика где-то гнездышко было туда, и стал бегать, 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 увидел маленькую дырочку в земле. А что же тут в этой дырочке, кто там живет? И сняла, понюхал маленький мышоночек, свой длинненький носик туда пихнул эту дырочку и вытащил тут червячка. Маленького червячка. Ой, и он съел. Вот. Сказал: ой, какой вкусный червячок такой вкусненький. Буду еще искать. Пошел другие дырки искать. Смотрит, я что маленькая дырка нашел. Тоже червячка нашел. Ах, как хорошо, еще буду искать. Искал, и увидел большую дырку. Вот прям большую такую дырочку большую. Кто же тут живет в этой дырке? И сунул он туда носик свой длинный. Сунул, да, кто-то такой вол ему нос. Прямо так больно. Ой, испугался, вытащил свой нос, схватил с лапкой своей, побежал к мамке, плачет. Мамка, у меня носик кто-то упустил. А, ты куда сунул носик-то? А большую дырку. Там ведь оса живет, она и кусается. Разве можно тебе всякую дырку, нос сувать? О, другой раз сунешь и останешься без носа. Не лезь, всякую дырку нельзя лезать. Теперь надо нюхать, а потом думать: мама, теперь я знаю, какая оса бывает кусачая. Вот. И потом стал получше дырку искать. Вот так. Вот. А вас оса не кусала? Я да. А? Я да. Ты кусала, да? Богдана укусила. Ой, он Вот. плакал, как Видишь, они как бычок, кусаются, эти осы-то. Вот. Я все остаюсь. А вторая сказка у меня про зайчика. Я тоже. Вот. да? Слушайте про зайца. Зайчик побегает, бегает, бегает, побежал по дорожке. Смотрит, какое дерево свалилось. Отгрузили, что ли. Толстое, большое, лохматое такое, ветками. О, заяц говорит: я это дерево. Сейчас как прыгну, как свистнет он. Свистнет. А кто умеет свистеть? Мы не умеем, у нас никто мальчишки в этом Вот. году. О, Это кто-то? а Миша? Ты тут научился? Это А? я. Ну-ка еще посвисти, я даже не знала, что у нас свистульки есть. Молодец! Вот ты, все Я не учите. знала. Вот молодец. не умеет. Вот и зайчик тоже умел свистеть. Как свистнет, как перепрыгнет через это дерево. И такой радостный какой. Ох, какой молодец, как я перепрыгнул через дерево. Я буду и что бегать. Бежит, смотрит, забор стоит. Из жердочек, заборчик. Изгородь. Вот думает, что такое изгородь? Высоко поставили, а что думаете, не прыгну, что ли, через изгородь? Сделал, как свистнет, как прыгнет через изгородь. И перепрыгнул изгородь. Такой радостный, хвостиком помахивает. Вот такой я хороший молодецик, говорит заяц. Вот какой я молодец. И пойду, и шапу ищу, куда перепрыгнуть. Бежит. Видит, забор стоит из досок. Высокий. Ева, голубая. Думает, это мне что, стоит перепрыгнуть. Как свистнет, да как перепрыгнет забор. И шмякнуться, знаете куда?
Куда? об грязную лужу. Ой, О, и всё весь там мокрый, грязный. Ой, что же так я пошел? Ой, какой грязь там мне. Все, куда я, как же буду мыться? И мыться-то никак, в такой грязной воде не моешься. Ой, что же, терся вся грязь, ничего не мог. Потом побежал на речку, залез на речку, в речку залез, водичкой мылся. Ну, откуда едешь? Волк, ты что тут делаешь? Я моюсь, грязь. Что ты мою речку будешь пачкать своим грязной лапой? Ну-ка, убирайся. И побежал заяц. Вот домой свой прибежал, отряхнулся, смотрит, у него уже стало чисто, шкурка не стала грязной. Вот и везде это прыгнуть мне не надо, оказывается. Вот такая сказка. так что и вы на ус смотайте, Да. что нельзя на самые высокие заборы залезать, можно повиснуть и Вот остаться это там, ты или сказка одежду порвать, Про бабу Ягу. весь пачка. Страшно, любите бабу Ягу? Любим. Вот Мы так. любим сказки такие. Жили-были Женечка и Олечка. У вас нету тут Женечки и Олечки? Вот. Деточки маленькие, вот как вы тоже. И у них была козочка, розочка. Олечка, Женечка жили в теремочке, а козочка во хлебочке. Во хлебочке жила. Вот, они очень козочку любили, чаем поили, пряниками кормили. Вот, и их тоже козочка любила. И однажды ночью, когда они спать легли, козочка тоже легла спать. Вот, приходит, прибегает, прискакала баба Яга на лошадке коряшке. Из коряги сделана лошадка, понимаете? Ой, Да. вы такой, помните, видели? Ухватом Сидели еще, да? гонит, этим, погоняет, куколюкой погоняет лошадку. И зашла в хлебок, схватила козочку за рожки, завязала к себе коряшки лошадки и стала бежать. А козочка-то на огонь, меня Женя, Оля, меня баба Яга украла, коряги привязала, тащит себе в норку. О, услыхали Женечка и Олечка. Вышли из теремочка. Баба Яга, кричат, Баба Яга, дай нашу козочку, дай. А Баба Яга, говорит, смеется. Вы, говорит, меня догоните, потом я отдам. Я сама стала прыгать на лошадке коряшке, изо рта стала мыльные пузыри пускать, мылом своим дорожку замывать. А Олечка, Женечка бегут, скользят на мыле, скользят, падают. Ой, нет, да, и кричат, Баба Яга, отдай, а Баба Яга, догоните и дам. Баба Яга говорит. А Женечка говорит, Оля, давай ботиночки намажем в песочек, чтобы не скользить на мыле. Давай. И стали они ботинки свои на ножки свои, песочки малякать, грязнить песочком. Столько малякать. И не стали скользить не стали. Бегут за Бабой Ягой. А Баба Яга уж пришла в лесочек к своему теремочку. А теремочек был у них на одной ножке. Вот. И крутится, вертится. Баба Яга говорит, избушка, вертушка, остановись. Остановилась избушка, вертушка, дверями повернись. И двери открылись. А Баба Яга туда шла, козочку завела. Только вот это время Олечка и Женечка прибежали. Кричат, Баба Яга, дай нашу козочку, отдай. А Баба Яга говорит, отдам, заходите, берите. Они зашли Баба Яга в теремочек, эту избушку, вертушку. А Баба Яга говорит, двери, захлопнешь. И двери как и захлопнешь, захлопнешь.
Ой, 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 баба Яга обрадовалась. Попались деточки, котлеточки. Я вас сейчас съем. Теперь это у нее была эта печка, а печка была лампочки привязана. А под печкой жерновок. Вы не знаете такой жерновок, какой бывает? Никогда не видели, вот надо Нет, мы знаем. Жерновок это что делает? показать. Знаете куда? Да, крутится жерновок, Ага. он зерно, муку мерит. Когда-нибудь в городе Помните, будете, там старый дом около, У рядом, нас в садике жерновок есть, только маленький. да, раньше Два всякие камня, были. да, крутится. Да. Я показывала, Жерновочки. есть у нас. А в в музее. середине дырочка, а туда Да, да, садится зернышко. Вот. И она говорит, вот сейчас я жернок положу и молоть прикажу козочку. А вас на котлетки прокручу и съем. А Олеся говорит, бабушка, ты такая жадная, хочешь все съесть? Ха-ха, она такая жадная, я вас всех съем. Я. А ты ведь одна лопнешь? Нет, я ведь Кощея бессмертно приглашу ко мне в гости. Ой. И стала плясать. Вот я вас на котлетки, я деточки котлеточки, на котлеточки, козочку на супчик, приглашу я бабы это Кощея бессмертного. Вот, сказала, а эти стала плясать. Баба Яга стала. Вот я какая радостная такая, надо ножки плясать. А это Женечка говорит, слушай, у меня полный ботинок песку набилось. Когда мама говорит, давай тут снимем ботинки туда, жерновочек насыпаем песку. А и быстро сняли ботинки и серединочку, крутилочку, вот серединочку, и ботинок весь песок высыпали туда. А жерновок-то и порвался. И не может крутиться. Ах вы пакостники, бабушка говорит, ах вы несчастные пакостники. Вы мне поломали жерновок, я пойду, это, что я приглашу, так и он быстро отремонтирует. А вы дома сидите, в избушке сидите, никуда не ходите и на печку не залезайте, вот. Ничего не развязывайте печку. Ну ладно, сказали. Баба Яга взяла, сказала, двери отворить. Двери отворились, она села на свою коляску и поскакала за этим, за Кощеем бессмертным. А Олеся с Женечкой сидят. Что-то нам не разрешили на печку залезать. Давай залезем на печку. Они развязали с лампочки печку, залезли туда и козочку затащили на печку. А печка-то, оказывается, не простая, а волшебная. Вот, говорит таким голосом, коря, это, ухват возьмите, кочергу возьмите, это там, вице было, вице свистите. И дальше полечу, говорит, вот, взяла Женечка ухват, стала ухватом грести, Женя кочергой править, а козочка серпом светить. А, оказывается, лампочка-то отодвинулась, потолок отодвинулся, др-др-др-др-др, все отодвинулось, и они полетели по небу на печке. Летят, и прилетели на свою избушку, это, свой теремок. Прилетели, сели на крыльцо. Что будем делать, Женечка говорит. Давай, говорит, занесем, заведем избушку, это, печку, заведем это, теремок. Они открыли двери, и как лошадку, печку завели в теремок.
Сидят в теремке, печку гладят, а какая ты молодец, что у нас выручила печку-то. А баба Яга, Кошель бессмертным, пришла домой к своей избушке-вертушке. Смотрит, никого нету, ни козочки, ни Женечки, ни Олечки, никого нету и печки нету. Опа, Кошель говорит, ах ты, баба Яга, костяная нога, зачем ты проворонила детей-то? Ух, я тебе из сказки выводил, с голоду сдохнешь. Баба Яга села на свою лошадку коряшку, опять поскакала женщине Олечке теремочку, постучала в двери. Деточки, котлеточки, я воровать не буду, козочку воровать не буду, дайте мою печечку, а то Кошель меня из сказки выгонит, уволит, и останешься голодная, холодная, без печки. Отдайте мою печечку. Поговорили, Женечка с Олечкой говорит, дадим, что нам печка-то, пускай бабка старая греется на печке. Открыли дверь и отдали печку. Села баба Яга на печку, кочергой правит, ухватом гребет, вицой свистит, по небу летит, другую сказку-то летит. Вот. Такая сказка. Давайте похлопаем, такая замечательная сказка. Вот, молодец, ты мои хорошие. Очень красивая сказка, да? Только я уже... Вот такой сказки вы никогда не слышали. Это сказку придумала Соломония Васильевна сама. Новые 3 сказки, Да. они еще не Они даже печатаны. еще в книжках их нет, они не напечатаны, поэтому... Давайте очень скажем Соломонии Васильевне спасибо. интересно. Скажем. Молодцы, молодцы.